В эфире телеканала НТС Новости, в студии Александр Крупнов. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных темах дня. Чтобы не допустить к власти членов ОПГ, или как гражданин с богатым криминальным прошлым стал депутатом городского Кенеша. Ямы дорожные ведут к дырам в бюджете. Счетная палата предлагает отказаться от метода ямочный ремонт. Избил или упала. Жительница города Бишкек обвиняет полковника в рукоприкладстве. Вторая сторона заявляет лишь о словесной перепалке. Успеть до 2 июля. Кампания по регистрации документов на авто на льготной основе заканчивается. ГРС работает в усиленном режиме. В рамках реализации решений Совета Безопасности Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями возобновила 139 коррупционных дел. В суд направлено 251 уголовное дело. С января по июнь в бюджет государства возмещено 588 миллионов сомов ущерба. КСБЭП сегодня предоставил отчет за 6 месяцев работы. Так, по предоставленным данным, ими за эти полгода было пресечено 186 фактов коррупционных проявлений. По фактам незаконного предпринимательства возбуждено 34 уголовных дела. Выявлено 23 факта незаконной игорной деятельности. Это на 21 факт больше, чем за 2017 год. Также отчиталось ведомство, за полгода к дисциплинарной ответственности из-за низких результатов в работе были привлечены 40 офицеров ГСБ. Напомним, накануне итоги работы за 6 месяцев озвучил Госкомитет нацбезопасности. Хищения, которые были выявлены надзорными органами, превысили миллиард сомов. При этом в госбюджет вернули пока только 95 миллионов. Напомню, 22 июня правительство открыло спецсчет для средств, поступающих от борьбы с коррупцией. Задержанный с героином в городе Исфана Баткенской области депутат гор Кенеша состоял на учете милиции по линии незаконного оборота наркотиков. Напомним, у народного избранника изъяли 960 граммов героина, который тот прятал у себя дома в помещении для хранения угля. По данным следствия, задержанный намеревался продать эти наркотики. В данный момент депутат водворен в ВВС, ведется следствие, проводится экспертиза. Этот случай еще раз указал на пробелы в законах. Эксперты отмечают, что давно пора ужесточать требования к кандидатам в депутаты. Уж слишком много среди них лиц с криминальным прошлым и настоящим. Игорь Потанин расскажет подробнее. Задержание исфанинского депутата с килограммом героина вновь заставило экспертов задуматься над требованиями к кандидатам в депутаты. Народный избранник, у которого в доме были обнаружены наркотики, был не просто известен своим криминальным прошлым, он состоял на учете в базе данных МВД как гражданин, связанный с незаконным оборотом наркотиков. Каким образом он смог получить мандат депутата, эксперты недоумевают. В ЦИК говорят, таких в рядах местных депутатов хоть отбавляй. Большинство из них имеют определенный авторитет среди местного населения и серьезные финансовые ресурсы, поэтому попасть в представительские органы власти для них не составляет труда. Гораздо важнее, почему уголовное прошлое не являлось барьером, в этой связи эксперты считают, что в Кыргызстане пора менять отношение к криминалитету во власти. По-моему, есть несколько механизмов. Первый, нам необходимо провести иллюстрацию, конечно, а от этого слова они боятся, потому что многие будут иллюстрированы. Это во-первых. Во-вторых, надо повысить ответственности госчиновников, ответственности не только политические, и уголовные ответственности, и правовые ответственности надо повысить, и выборы делать прозрачными. Это третий механизм. Четвертый, чтобы органы, представители или государственные чиновники, чтобы они регулярно отчитались перед народом. И судьи, и депутаты, и представители правоохранительных органов. Без этого мы ничего не добьемся. В парламенте уже пытались внести соответствующие поправки в закон и запретить людям с криминальным прошлым баллотироваться куда бы то ни было. В 5-м созыве документ даже прошел первое чтение. Однако потом эта идея не получила поддержки среди законодателей. Автор законопроекта, депутат Кинжибек Бокоев, решил внести документ повторно, но пока в усеченной форме. Касаться он будет пока только тех, кто хочет в парламент или стать президентом. Сегодня гражданин, получивший срок, то есть осужденный даже на 1 год, он не может поступить, например, стать простым милиционером или прокурорским работником. То есть правоохранительные органы он не может поступить, если имеет любую судимость, несмотря на погашенность или снятие. Но
главнокомандующим нашей страны, президентом, он может стать, даже если он имеет судимость. После погашения или снятия судимости он может стать президентом и депутатом Джоркинеша. Но мы как бы более пошли дальше. Не на любой срок, а граждане, осужденные по статьям тяжкой и особо тяжким статьям, они не могут стать президентом и депутатом парламента. Следующим этапом станут местные кинеши. В ЦИКе это предложение разделило комиссию. Одни считают, что необходимо как можно скорее вводить эти нормы повсеместно, другие опасаются, что документ поставит пожизненное клеймо на тех, кто уже давно раскаялся в содеянном. Вполне возможно, что в прошлом у того или иного кандидата были проблемы с законом, и даже они были осуждены судом. И моя личная позиция такая, что нельзя человека бесконечно, они должны нести ответственность бесконечно за свои совершенные некогда действия. Но что касается для исполнительных органов, тут нужно, конечно же, наверное, все-таки понимать, что ответственность и последствия действий намного серьезнее. Допустим, выборы мэра, или главы Айлук-Мыты, он работает с бюджетом. И если человек ранее уже привлекался к ответственности за хищение, скажем, то, наверное, то есть серьезные правонарушения. То есть это уже говорит об определенном моральном складе человека. Документ о запрете баллотироваться лицам с уголовным прошлым сейчас внесен на общественное обсуждение. Вероятнее всего, к его парламентскому рассмотрению депутаты приступят уже осенью, после каникул. К этому времени авторы рассчитывают собрать обширный запас мнений и отзывов о внесенных предложениях. Игорь Потанин, Эрлан Кемельбеков, НТС. Во сколько на самом деле обходится строительство дороги Север-Юг, намерены выяснить депутаты. В Джогру-Кенеше создана депутатская группа, которая изучит расходы на строительство альтернативной дороги Север-Юг. Группу возглавил депутат Кубанычбек Джумалиев. Решение было озвучено сегодня во время заседания парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству. Как отметил министр транспорта и дорог Джемшедбек Калилов, по расходам на проект высказываются разные мнения, в том числе недостоверная информация. Поэтому решение создать комиссию своевременное. По данным Министерства транспорта и дорог, на реализацию проекта экспортно-импортный банк Китая выделил $700 миллионов льготного кредита. Проект разделен на 3 этапа. Строительство ведет китайская компания China Road. На сегодня строительство трассы завершено на 66%. В столице теперь ремонтируют не только старые, но и новые дороги, то есть те, на которых асфальт был уложен лишь в прошлом году. Правда, если посчитать точно, не продержались они и 3 месяцев. Асфальт, уложенный, к примеру, по улице Куренкеева в декабре под самый снег, уже весной поломался, и на новом полотне образовались ямы. Депутаты, изучающие жалобы граждан на низкое качество дорожного строительства, отмечают, что проекты делаются с отклонениями, а укладку фактически нового полотна почему-то ответственные органы документируют на основании дефектного акта. Почти так же, как если бы там делали ямочный ремонт. А от него, кстати, счетной палаты и вовсе советуют отказаться. Именно при таком ремонте больше всего рисков для коррупции. Почему, расскажет Елена Яковлева. Тема ремонта дорог в столице, пожалуй, теперь как тема о погоде. Говорить об этом горожане могут бесконечно. И хорошее, но, к сожалению, и плохое. И не потому, что лишь бы поворчать, оснований для недовольств предостаточно. Как отмечают горожане, если даже новый асфальт кладут на грантовые средства, это не значит, что принимать нужно абы какую работу. Дескать, бесплатно же и так сойдет. Людям дорогой пользоваться не год и не 2. Для жителей улицы Куренкеева реконструкция дороги превратилась в настоящее испытание. С конца прошлой весны там стали снимать старый асфальт и готовить под новое полотно. Кажется, мечта о нормальной проезжей части начала сбываться. Но сегодня там снова снимают. Теперь уже новый, едва уложенный асфальт кусками, чтобы положить туда гигантские зарплатки. Уже были признаки первого даже снега. Началась укладка первого слоя асфальта, то есть бетона. Это начало марта. Дорога вся начала рушиться за счет того, что не было пробивки дороги. И получились вдавленные ямы, в которые попала вода и начала за счет разморозки поднимать, и начала выделяться щебенка.
буквально неделю назад, может 10 дней, по новой ее вскрыли, эту дорогу, и вот до настоящего времени тротуары нам обещали сделать. Теперь, как мы спрашивали у этих рабочих, они сказали, что не знаем, будем делать мы вам тротуары или нет. Как ходили, так и ходить. 1,5 года вот это уже продолжается. Тротуары так и не уложились. С прошлого июня и по декабрь делали дорогу, а весна пришла, все растаяло и все снова оказалось в ямах. Так это называется. Это халатность, это безответственность. Недавно эту дорогу сделали, до зимы закончили, а уже весной ямы появились, потому что нормально не утрамбовали, все поверхностно сделали. Позор. Люди не могут нормально ездить, она продолжает еще больше проваливаться. Теперь снимают заново и ремонтируют. Сколько это может длиться? Но мы бы поняли, если хоть 2-3 года продержалось. А тут и года не прошло. Позор. Это участок Куренкеева от Ибраимова до улицы Ильдияра Керимова. Вырезанные куски асфальта позволяют оценить толщину полотна. Как говорят местные жители, уложенный в декабре, а ныне снятый материал начал буквально пузыриться и лопаться. Замерзшая под ним вода выталкивала его наружу. Сегодня здесь снова работает техника. Рабочие утверждают, что являются сотрудниками муниципального предприятия «Бишкек-Асфальт-сервис». А Бишкек-Асфальт-сервис делает сейчас? Да, асфальт-сервис делает, да. А до этого вот тот участок кто делал? До этого частники сделали. Мэрия А в мэрии ранее говорили, что работу ведет подрядная организация. Дескать, в настоящее время устраняются дефекты за счет собственных средств подрядчика. И работы по вышеуказанному адресу еще не завершены. К слову, это оправдание управления капитальным строительством мэрии применяется с изрядным постоянством. С формулировкой, что работы еще официально не приняты и что подрядчик все исправит. Время и неудобства почему-то не в счет. Оказывается, вот те новые дороги, которые строятся в городе Бишкек, они строятся по дефектному акту. Это то же самое, что ямочный ремонт. Да? Дефектный акт это тут составляется, где вот здесь яма есть, здесь нужно залатать, здесь нужно что-то сделать. Сейчас расширение дороги, новый асфальт, укладка. Это все делается по дефектному акту. Нету никакого проекта, ни согласования. Я думаю, это одна из схем отмывания денежных средств. При этом вот, в городе очень много каждый год средств из республиканского бюджета, из местного бюджета, также из грантовых средств выделяется на ремонт ямочных полотна, да? Но при этом качество вы сами прекрасно знаете. Через 3 месяца она просто разваливается. По словам депутата, исходя из текущей ситуации, если не усилить ответственность должностных лиц, принимающих и контролирующих ремонт и реконструкцию дорог, с таким подходом со стороны чиновников и строительных организаций страна вскоре может остаться у разбитого корыта, точнее, с разбитыми дорогами и большими долгами. В этой связи парламентарии уже разрабатывают законопроект об ответственности вплоть до уголовной. Документ скоро представят на общественное обсуждение. И неважно, была ли это капитальная реконструкция или ямочный ремонт. Последний, кстати, счетная палата и вовсе рекомендовала исключить как метод. При нем, отмечает глава этого ведомства, наиболее широка возможность коррупционных проявлений. И действительно, отмечают эксперты, точно посчитать, сколько нужно асфальта на ту или иную яму, довольно трудно. Пользуясь случаем, хочу предложить уйти от старой системы, так как с ее недостатками мы встречаемся каждый день. Аудит провести, например, при вычислении средств, ушедших на ямочный ремонт, очень трудно. Да, дороги старые, их надо ремонтировать, но думаю, лучше будет, если продолжить 1-2 километра новым асфальтом, чем проводить тот же самый ямочный ремонт. И дорог новых станет больше. Ямочный ремонт, запланированный на этот год, в разгаре. Итоги подведут позже. За прошлый же год по столице ям залатали на площади в 56 тысяч квадратных метров. Заливку трещин асфальтобетонного полотна осуществили на протяженности почти в 130 тысяч погонных метров. Что касается капитальной реабилитации дорог на средства китайского гранта в рамках проекта развития улично-дорожной сети Бишкека, на этот год в списке числится 36 столичных трасс и еще 15 небольших городских улиц. Елена Яковлева, Бакыт Кошалиев, НТС. «16 человек пострадало в результате 2 аварий в Джалабадской области. Оба случая произошли накануне. Первое ДТП произошло в ущелье Чичкан на трассе Бишкек-Ош. Автомобиль Honda Fit с 6 пассажирами съехал с дороги и опрокинулся.
Все пассажиры с различными травмами были доставлены в больницу на попутных автомобилях. Вторая авария случилась на участке Сары-Булак, недалеко от города Каракуль. Столкнулись две легковые автомашины, все 8 пассажиров и оба водителя также доставлены в больницу. Причины и другие детали аварии не сообщаются. Отметим, что с января по апрель 2018 года в Кыргызстане произошло 1580 дорожно-транспортных происшествий. Погибли 167 человек, 20 из них – дети. На участке Орукту дороги Бишкек-Ош в реку Чичкан упал автомобиль марки Honda Step. Как сообщает МЧС, водитель не справился с управлением, снес ограждение и съехал в реку. В автомобиле в это время находились 8 человек. Спасателям удалось спасти 6. Их доставили в Токтагульскую районную больницу на попутных машинах. А вот 2 пришлось искать. Позже тело одного из них нашли в салоне автомобиля, который вытащили из реки. И уже ближе к обеду спасатели сообщили, что тело второго обнаружили в воде недалеко от места аварии. Среди пострадавших годовалый ребенок, он находится в больнице. Сразу несколько смертельных случаев на воде зарегистрировано за последние несколько дней. Практически одновременно трагедии произошли в разных областях республики. На Исыкуле на глазах у отца утонул 16-летний подросток. В Джаильском районе обнаружили в реке тело неизвестного. Не исключением стали и жилые массивы столицы. В целом, по данным Министерства чрезвычайных ситуаций, за последние 5 месяцев водоемы страны унесли жизни 34 кыргызстанцев. В их числе и взрослые дети. Между тем, проводить поисково-спасательные работы сразу же после тревожного звонка на пульт единой диспетчерской службы не всегда представляется возможным, заявляет в ведомстве. Причиной тому могут послужить множество различных факторов. Сабина Дамаскина продолжит тему. С начала текущего года в водоемах страны утонули больше 30 человек. Информация о повсеместных трагедиях подобного рода за последние несколько дней буквально заполнила все сводки новостей. Так, накануне в Исыкульской области на глазах отца утонул его 16-летний сын. Спасти подростка пытались очевидцы трагедии, одноклассники и отец погибшего. Спустя 4 часа тело школьника из воды достали сотрудники службы спасения МЧС. По разрезу областей Чуйская область занимает первое место. С начала года в Чуйской области были зарегистрированы 10 фактов. После этого Джалабадская область 7 человек погибло. Орская область и город Бишкек по 5 человек. И в Нарыне еще никто не регистрировался факт утопления. Еще одна трагедия случилась накануне в столице. В Большой Чуйский канал упал мужчина 80-го года рождения. Со дня случившегося прошли почти сутки. Столько же с момента поступления сигнала на пульт единой диспетчерской службы МЧС. Поисково-спасательные работы за это время прервали дважды. Поступил вызов, наши выехали и вчера вели поисково-спасательные работы. Сегодня с утра в связи с погодными условиями они пока не начали. В пресс-службе МЧС заявляют, что дежурить в местах, специально отведенных для купания, а в Бишкеке их всего 3 – Пионерское озеро, Комсомольское и ГЭС-5, сотрудники спасательной службы могут лишь после официального запроса руководства этих зон отдыха. После на место отправляется бригада спасателей-водолазов контролировать ситуацию у воды. Веревка дип керек бизге. Груз, костюм. Биринчи жардамга бул курукту ыргытабыз. Ал адамды бул адам кармап алып, бу менен чыкканга оңоюраак болот. Денис в спасательной службе работает 4 года. Сколько жизней спас за время своего дежурства, уже и не помнит. Говорит, что чаще всего вытаскивать из воды приходится взрослых, тех, что в состоянии алкогольного опьянения. А вот за детьми пристально пытаются следить всей бригадой, стараются не подпускать к водоемам. Здесь много детей играют. Иногда к ним приходишь, спрашиваешь, а где родители? Они говорят, куда-то отошли, сказали, скоро придут. За ними глаз да глаз нужен. Так в основном и случаются трагедии, когда они сами, без взрослых, у воды играют или плавают. Иногда здесь спокойно, никаких происшествий. А в праздники, например, сюда много кто приезжает. Взрослые, нетрезвые начинают купаться. Вот их обычно и приходится спасать. Но, как известно, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Исходя из заявлений сотрудников МЧС,
МЧС, помимо элементарных правил поведения на воде, то есть не нырять в незнакомых местах, не распивать спиртные напитки перед погружением, не заплывать на дальние дистанции, во внимание нужно взять и две не менее важные вещи – погодные условия и время погружения. В случае, если тонуть человек начнет, например, после 6 вечера, бригада спасателей к нему отправится лишь на следующее утро. И это только в том случае, если погода будет ясная. С 10 часов до 5 часов вечера они там дежурят, чтобы страховать жизнь водолаза, спасателя. У него должна быть видимость хотя бы 1,2 метра на воде. И тогда он может смело провести поисково-спасательную работу на воде. Если нет, то он остановит поисково-спасательную работу, страхуясь, так как пасмурная погода или в темное время суток нельзя провести поисково-спасательную работу. В то же время правоохранители города Ош начали работы по профилактике несчастных случаев. Накануне в одном из микрорайонов города обнаружили маленьких детей, которые купались вблизи от трансформаторной будки. Выяснилось, что школьники не первый раз устраивают заплывы в опасном месте. Примечательно, что замечания детям не сделал никто из взрослых. Сабина Дамаскина, Асхат Ибраимов, МТС. За что офицер милиции избил бишкекчанку и было ли на самом деле нападение? Очередной скандал с участием блюстителя порядка. На этот раз героем стал преподаватель Академии МВД. Доцента кафедры административного права Армана Насипкулова жительница столицы Джамиля Насирова обвиняет в избиении и угрозах покушения на ее жизнь. Фото полученных травм она выложила в соцсеть. По словам пенсионерки, полковник Насипкулов набросился на нее во дворе дома. Впрочем, со слов свидетелей происшествия, все было не так, как рассказывает заявительница. Упала женщина сама, а словесную перепалку спровоцировала вместе со своим мужем. В ситуации разбирался Алексей Немашкал. Бытовой конфликт, разразившийся скандалом в органах внутренних дел. И замешанным в нем оказался полковник милиции. Сообщение о том, что доцент Академии МВД Арман Насипкулов жестоко избил жительницу одного из южных микрорайонов Бишкека, появилось в социальных сетях. Джамиля Насирова сама выложила в интернет фото побоев, якобы нанесенных ей милиционером. Со слов женщины, сотрудник силовых органов ни с того ни с сего начал ей угрожать возле подъезда, а после напал, жестоко избил и пытался вломиться в квартиру. Выяснить суть инцидента мы попытались у соседей, ставших свидетелями конфликта между жителями этого микрорайона и обвиняемым блюстителем порядка. Наша соседка просто прошла и смотрит, что мужчина с вот этого подъезда 6-го дома пытается воду перекрыть. То есть как бы дело только в речной воде было. Она говорит, вы нам откройте тоже. Он начал материть ее, женщине 70 лет. И то, что материл нашу соседку, выскочил жена его. И начала что-то там ругаться вместе со всеми. И суть в чем была? Она начала что-то махать руками, упала сама. Упала под собственным весом с этих ступеней. Все. Вот и весь конфликт. Где? Вот там упала? Да, с этих ступеней она упала. Та самая 70-летняя женщина, которую, со слов свидетелей, оскорбляла супружеская пара, мать обвиняемого полковника Армана Насипкулова. Она-то и обратилась к своему сыну за защитой от конфликтных соседей. Недопонимания между ними действительно возникли из-за речной воды и длятся уже много лет. Я вот что-то терпела, не выдержала. И вот 23 числа иду мимо него, он с запруды берет, поливает свой тротуар, крыльцо, подъезду. Я говорю, а у нас сухо, к нам вода не идет. Он мне говорит, пошла к черту, когда я ему сделала замечание. Я говорю, сам иди туда, иду дальше. Он говорит, дура. Я говорю, сам такой, иду дальше. И тут у него, как извержение вулкана, как пошел на меня вот это все. Я набрала сына своего. Звоню, говорю, Арман, говорю, так, вот так, вот так. Он говорит, сейчас я позвоню участковому. И он, значит, оказывается, был рядом там. Он быстрее приехал, чем участковый. Он до последнего стоял и молчал вообще. Он пытался защитить свою маму и пытался успокоить всех. Но потом как-то, сами понимаете, эмоции тоже, когда мать оскорбляют, так нельзя делать. Он, естественно, начал немного уже сам возмущаться. Слова Гулимкан Насипкуловой, что приехавший по звонку сын не бил соседа и его жену, подтверждают и другие свидетели из числа местных жителей. Говорят, была только словесная перепалка. Проходил мимо и услышал крики, мужчина там полуголый, там в трусах, в майке, начал убегать от
другого мужчины. Я в начале конфликта на него, другого мужчины начал убегать. И мужчина, который убегал, он забежал в подъезд. Я не знаю, свой подъезд или чужой подъезд. И мужчина начал его догонять. Видишь, что он начал его догонять. И вот эта женщина, которая преграждала путь, она вот как-то со своим телом, или он немножко коснулся, и она просто упала на асфальт. По соцсетям я увидел, ее побили, оказывается, написано, что ее били там. Но я видел, что никто ее там не бил, она сама упала, получается. Как все было на самом деле и не наговаривают ли на офицера милиции? Выяснять это теперь будут правоохранительные органы. Уже есть заявление от обеих сторон этого конфликта. Поступило заявление УВД Октябрьского района о том, что 23 июня, примерно 12:20, сотрудник милиции, представлявшийся Арманом, нанес несколько травмы. В тот же день поступило еще другое заявление от другой гражданки, как раз таки являющейся матерью Армана. Арман является сотрудником милиции, полковник милиции, является сотрудником Академии МВД. По данному факту проводится доследственная проверка, собираются материалы. Также были назначены экспертизы. Кроме того, как информировали в ГУВД столицы, проверку проведет и служба внутренних расследований МВД. Тем более, что на кону репутация милиционера с 20-летним стажем, на которого равняются курсанты академии, и который, не исключено, стал жертвой преднамеренного оговора. Алексей Немашкал, Рахат Джаныбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС. В Нарынской области нужно развивать агротуризм. Возможности и условия для этого имеются. Об этом заявлено на выездном заседании парламентской фракции «Республика Таджурт». На днях, отметим, народные избранники провели там встречи с представителями местной власти и жителями региона. Участники заседания поговорили о многом. О том, что надо развивать не только агротуризм, но и животноводство, малый и средний бизнес. О том, что нужно привлекать инвесторов, так как не у всех сельчан, к примеру, есть тот же самый залог, чтобы получить кредит. Кстати, по линии Кыргызско-Российского фонда развития для развития предпринимательства от Нарынской области поступило 38 проектов. На сегодня профинансирование только 6 из них. В Кыргызстане 453 аильных аймака. Большинство из них на гособеспечении. И хоть нынешний год объявлен годом развития регионов, финансируют органы местного самоуправления лишь на 11%. А количество дотационных сельских округов не сокращается. Такие факты констатировали депутаты на выездном заседании фракции «Республика Таджурт», которое прошло в Нарынской области. Граждане также не остались в стороне. В своем выступлении житель Кочкурского района пожаловался, что они не могут поделить с жителями Джумгальского района 11 гектар пастбища в Сумкольском Джайло. В селе Кумдобе Кочкорского района на Джайло у нас есть 11 гектаров. Много лет мы ими не пользовались, а налог платили как положено. В этом году поголовье скота у нас увеличилось, мы решили пасти его там. Но аким Джумгальского района нанял парней спортивного телосложения, и они повыгоняли наших людей. Что это за отношения? Президент говорит, чтобы села развивали. Таким образом, что ли? Последние 28 лет они там не пасли скот, но в этом году почему-то решили сделать иначе. С нами не посоветовались. У них 50 тысяч баранов и 5 тысяч голов крупнорогатого скота. Все перетоптали там. Мы с комиссией постарались все решить мирным путем. Переговорили с каждой стороной. Жители Кочкорского района занимаются провокацией. Если я вру, здесь сидят ребята из РОВД и УВД. Отметили на заседании, что реконструкция трассы Бишкек-Нарын-Торугарт идет очень медленно. Местные жители не могут ею пользоваться. И, как они отмечают, дорогу в эксплуатацию еще не сдали, а асфальт на ней уже рассыпается. Стройка еще не закончилась, а уже видны трещины. Они даже ямы смолой заливают, чтобы видно не было. Мы не верим, что работа эта пойдет впрок. Требуем до принятия в эксплуатацию все тщательно проверить. Местные чиновники собирались отчитаться о проделанной работе. Однако депутатов такой формат не устроил. Они ждали от представителей местной власти каких-то предложений по развитию области. По мнению парламентариев, зарубежных инвесторов необходимо заинтересовать. На дотациях далеко не уедешь.
На внутренние инвестиции села поднимать трудно. У нас 4 миллиарда внешнего долга. Каждый год мы заканчиваем с дефицитом в 18-25 миллионов. Конечно, местные бизнесмены спонсируют, но разовой помощью все проблемы не решить. Советую привлекать зарубежных инвесторов. Необходимо снизить налоги для них. Нужно создавать условия в энергетике. Дороги надо ремонтировать, развивать туристический бизнес. В основном жители Нарынской области живут на доходы от животноводства. Через Российско-Кыргызский фонд развития профинансированы проекты по развитию молочной продукции, производства брусчатки и тротуарной плитки. Фонд профинансировал уже 6 предложений предпринимателей из этого региона. Некоторым было отказано. Это смешно, что выделили 300 тысяч, а они ушли на мелочи. Я бы посоветовал перекинуть средства на 3 направления. На золоторудную фабрику и мясоперерабатывающий завод необходимо построить. И надо какие-то льготы предпринимателям предоставить, чтобы они могли взять кредит в Российско-Кыргызском фонде развития. В конце заседания члены фракции решили обратиться к Турагачу Гурку-Кенеша с просьбой провести правительственный час, на котором можно было бы обговорить наболевшие вопросы. Необходимо начать 3-ю фазу строительства альтернативной автодороги Север-Юг. И вопрос выдачи льготных кредитов для поддержки малого и среднего бизнеса надо бы пересмотреть. И состояние озера Сонкуль также необходимо проверить. Хорошо было бы направить 2% от деятельности золоторудных компаний на нужды региона. В целом, отметили нардепы, регион имеет все возможности для развития того же агротуризма. Может самостоятельно перерабатывать сельхозпродукцию, были бы условия. К примеру, необходимо построить фитосанитарную лабораторию, чтобы заводы могли выпускать продукцию по международным стандартам и экспортировать ее за рубеж, подчеркнули парламентарии. Анастасия Соболева, Мэрим Ташебекова, Нурбек Капаров, НТС. Успеть до конца недели. До 2 июля включительно, напомним, был продлен льготный период переоформления машин, купленных по доверенности. Уже в следующий вторник начнут действовать прежние тарифы. Продлят ли компанию хотя бы на несколько дней, неизвестно. Как сообщает в ГРС, решение будет принято до 2 июля. Все зависит от того, сколько человек успели и какой процент еще остался. В данное время в правительство внесли 2 варианта – либо продлить срок акции, либо установить ставку в 0,3% на постоянной основе. Напомним, ГРС ввела льготный период на 3 месяца для переоформления машин, купленных по доверенности. Однако не все автомобилисты успели их переоформить. Не успевших обещают не штрафовать. Однако так называемые письма счастья будут приходить на имя того, за кем автомобиль числится по документам. С автовладельцами побеседовала Анастасия Соболева. В ГРС сейчас большие очереди. Граждане спешат перерегистрировать свое авто на льготной основе. Напомним, государственная кампания началась 2 апреля и закончится через несколько дней, а именно 2 июля. Во дворе здания по улице Чолпонатинская, где весь процесс и происходит, много машин. Их здесь на разный вкус и цвет. Поток автомобилей большой. Сначала техосмотр. Наплыв граждан, решившихся воспользоваться скидками, был таким и в течение последних 3 месяцев. Однако многие решили оставить переоформление, как обычно, напоследок. Скажите, почему вы решили на последней неделе переоформить авто? Сэкономить надо. Ну, 3 месяца была государственная кампания, как бы. Сейчас уже последняя неделя. Вот почему на последней неделе пришли? Не знаю. Как все кыргызы. До последнего тянем. А на кого переоформляете машину? На себя, на кого? Да, на сына. Что на улице очередь из машин, что внутри, из хозяев. Многие, конечно, не на камеру рассказывают, что были за границей, а по приезду решили переоформить автомобиль на себя. Большинство из этих людей – родственники. Гораздо сложнее, когда при продаже или обмене автотранспортное средство не оформили, а лишь выписали доверенность. В этом случае гражданам приходится искать тех, от кого им перешла эта машина. Очередь в этом зале электронная. Переоформлением автомобиля занимается в 16 окошках. Поэтому, говорят сотрудники, успеть принять всех желающих физически невозможно. Многие жалуются, что процесс проходит очень медленно. Другие относятся к этому с пониманием. Ведь это последняя неделя, когда за перерегистрацию машины действуют скидки. Время пришло, пора, тем более льготные условия. Приехали. Ну, могу сказать, что... Если учесть, что это последняя неделя, сорганизовано все достаточно неплохо. Мы простояли на очереди на осмотр автомобиля, хотя мы думали, что мы будем стоять практически до вечера. Там очередь была почти на километр.
из желающих попасть на осмотр. Но я считаю, что довольно быстро прошли, за пару часов. Вот сейчас у нас электронная очередь уже подходит. Вот я смотрю на табло 225 человек, у нас 249 номер. То есть буквально через 24 человека, но если считать, что окушек несколько, я думаю, в течение получаса мы уже сможем оформить свой автомобиль. График работы с 8:30 утра до 5:30 вечера. Продлевать часы приема пока не собирается. В день по Бишкеку успевает переоформить до 400 автомобилей. Цены снизились. Вот если раньше был 1% от стоимости, сейчас идет 0,1%. То есть если раньше платили 1000, сейчас идет 100 сомов. При этом здесь надо еще отметить, что номера сейчас выдаются из числа ГУ, это получается бесплатно. Если это Бишкекский регион, в Бишкеке выдают это бесплатно. Техпаспорт по желанию клиента остается, ставится отметка, что новый владелец. В основном граждане меняют сейчас техпаспорт. Техпаспорт сейчас стоит порядка 850 сомов. Где-то вот в этом плане. И уплачивается налог. Это по налоговому кодексу там написано, когда идет смена владельца, они обязаны оплатить. Продлят или нет срок действия льготного периода, пока неизвестно. Депутаты на пленарных заседаниях не раз отмечали, что 3 месяца для государственной компании маловато, а граждан, не переоформивших авто на себя, много. В ГРЭС добавляют, что не будут штрафовать тех, кто не успел это сделать. Просто письма счастья после старта проекта «Безопасный город» будут приходить тому человеку, кто де юре владеет машиной. Анастасия Соболева, Алтынбек Каныбекулу, НТС. И на этом у нас все новости. До встречи в эфире.